Национальная еврейская кухня по праву считается одной из наиболее древних. В течение нескольких тысяч лет список рецептов и специальных правил бережно охранялся и передавался от одного поколения еврейского народа к другому. Еврейская кухня отличается разнообразием, особенными вкусовыми качествами и подчиняется довольно строгому своду религиозных законов. Так запрещается приготовление кушаний, где мясо совмещается с молочными продуктами. Категорически запрещается пища из свинины, зайчатины, отвергается мясо хищников, птиц и животных, а также рыба без чешуи и кровь любых животных. С особенностями еврейской кухни нас познакомили волонтеры общественного еврейского благотворительного фонда «Хесед Ариэль». А местом нашего общения стала кулинарная студия «Вилка», которая заслуженно является центром кулинарного мастерства в столице нашей республики. Шалом, друзья! И сегодня у нас еврейская кухня. А готовить мы будем с Любовь Залмановной, волонтером общества еврейской культуры. И что мы будем готовить, Любовь Залмановна, сегодня? Мы будем готовить цимес. Вот это слово я точно знаю, потому что, когда говорят про что-то очень хорошее, всегда говорят, ну, это самый цимес. Да, все правильно. Итак, как переводится цимес с еврейского? Цимес переводится, что это самое лучшее, самое хорошее. Цимес – это вот цимес. Я даже не представляла, что цимес готовится вот из такого набора продуктов. Давайте расскажем, что у нас сегодня здесь. У нас здесь, кроме морковь, самый главный компонент, и с добавлением чернослива, изюма, сливочного масла и сахарного песка. Скажите, это блюдо, куда его можно отнести? Это первое, второе, десерт? Нет, это ближе к десерту. Перед последним десертом подается. Но оно такое сладкое, непривычное для многих, конечно, но мне нравится. Обычно это блюдо готовится на какой-то праздник? Чаще всего готовится на Новый год еврейский, который бывает в сентябре. Но можно готовить в любое время. Хорошо, давайте начнем. Да. Подготовленную морковь нарезают кружочками. Вот я это сейчас сделаю. Ну, такие по 5 миллиметров где-то кружочки, да? Морковку мы почистили. Да. Дальше все это варится. Вот я смотрю, здесь небольшое количество воды, да? Воды немного. Да. На полстакана. Самое большое. Морковь, значит, мы тушим минут 40, а потом добавляем подготовленные изюм и чернослив. Можно и курагу, конечно, добавлять. Сколько здесь было моркови примерно? Моркови здесь было грамм 600. Грамм 600. Да. Ну и, наверное, грамм 150, возможно, да. мы где-то добавили чернослива. Он просто был промыт и разрезанный. Порезан на кусочки. Да, порезан на кусочки. Прекрасно. Так, и изюм сюда же. Ну и, наверное, где-то так 100 грамм изюма, я думаю, да? Да. Никаких специй мы пока больше сюда не добавляем. Нет, а тут вообще нет специй, только сахарный песок. Оставляем это тушить. Да. На сколько примерно минут еще? Ну, еще минут 15. Теперь я добавлю масло. Вот у нас это уже потушилось, да, около 10 минут. Да, масло. И теперь это должно вместе потушиться. Хочу сказать, что очень приятный аромат. Действительно, пахнет так вот уже морковкой, вот этими прекрасными сухофруктами. Ну, песочка на 600 грамм мы кладем примерно... Ну, ложки 3 столовых полных. Это подается теплым, кстати, блюдо или... Это подается теплым, да. Но и холодное тоже вкусно. Ну, сейчас нам осталось, наверное, потушить еще минут 10-15, да? Да. Блюдо будет готово? Будем готовы, будем пробовать. Хорошо. Ну что, наше блюдо цимес, как говорится, это самый цимес, готово. Выглядит оно великолепно, пахнет тоже замечательно. И, казалось бы, ну, просто все, да? Согласитесь. Но, мне кажется, это очень вкусно. Мне кажется, это очень вкусно. Ну, что тут может быть невкусного? Прекрасная морковка, чернослив, изюм, сахар. Неплохо. Слушайте, это, честно говоря, вообще это неожиданно для меня, но это реально очень вкусно. Рекомендую всем приготовить. Любовь Залмановна, огромное спасибо за рецепт. Теперь я знаю, что такое самый цимес. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. А у нас уже на кухне второй гость. Это преподаватель иврита Александр. И мы продолжаем разговор о еврейской кухне. Александр, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить шакшуку.
стандартный завтрак всех израильских мам. Ну, судя по набору продуктов, это, наверное, будет что-то похоже на яичницу или омлет. Это... Ни то, ни если так другое. сказать, это омлет, запеченный в томатной пасте с помидорами, перцем, луком, чесноком. То есть это самый распространенный завтрак в Израиле, да? Да, да. Ну, я так думаю, что если вы не знаете, чем побаловать себя 1 января с утра, то вот, наверное, вот этот рецепт будет просто идеален. прекрасно. Максимально идеален. Да, поэтому давайте начинать. С чего мы начнем? Давайте, я обычно начинаю с нарезки овощей. На 6 яиц у нас здесь 3 помидорки, красный болгарский перец, 2 зубчика чеснока и луковица. Александр, я решила вам помочь. Скажите, как мне необходимо нарезать томаты? Мелко. Кубиками. Кубиками. Мелко кубиками. Такой вот подойдет или еще мельче? Да, нормально. Прекрасно. Все равно мы в конечном итоге все это будем тушить. Что еще евреи едят на завтрак? Обычно это идет все разновидности яичниц, которые они могут сделать, все, что они найдут в холодильнике. В общем, на самом деле, как стандартная семья. Давайте поговорим о еврейской кухне. Ваше какое самое любимое блюдо еврейской кухни? На самом деле, я все-таки больше, мне кажется, про средиземноморской кухни. То есть это больше израильская. Это хумус, это все та же шакшука, которую я специально учился делать. Мне кажется, я вот вполне себе справилась Более с томатами. Идеально. Вот, и теперь мы должны это все... Высыпать на сковородку. Я ее просто высыпаю на сковородку, еще не включая ее. После чего уже добавляю туда масло. А, я можно беру. вас попросить Давай, это сделать, да? конечно. И сейчас будем их прогревать, да, на сковороде? Тушить? Да. Тушить. В всех еврейских праздниках это основывается на давайте поедим, в конце концов, как можно больше и как можно вкуснее. Включаем и начинаем тушить. Я только добавлю масло. Я обычно в готовке использую сливочное масло. Сейчас масло растопится, мы немного потушим наши овощи, добавим туда специй. А соль? Обязательно. Без соли мы А никуда. вот соли-то у нас на столе и нет. Может быть, нам кто-нибудь принесет соль? Мы сегодня снимаем в прекрасной кулинарной студии «Вилка». И вот наша очаровательная хозяйка этой студии нам сейчас поможет с солью. Спасибо вам. Но в конечном итоге это блюдо должно быть каким на вкус? Оно должно быть все-таки остреньким или каким-то вот более пряным? Или... А вот тут на самом деле действительно от предпочтений. То есть даже в Израиле есть более 5 видов разных шакшуки, которые готовятся абсолютно по-разному. Кто-то добавляет абсолютно разные специи, и, соответственно, она принимает абсолютно другой вкус. Сколько примерно мы тушим овощи? Мы тушим их до готовности, да, Да. до мягкости? Более-менее, чтобы они не были свежими, что называется. Потому что иначе получится ситуация, в которой у нас блюдо приготовилось, при этом овощи еще твердые. Ну или наоборот. Но в то же время они не должны превратиться в полную такую кашу, да? Да. Основное, то, что я всегда добавляю, это зира и орегано. Идеально подходит обычная средиземноморская смесь, потому что в ней есть все те травы, которые придают шакшуке идеальный аромат и идеальный вкус. Сейчас мы добавляем томатную пасту. Ну, в данный момент у нас такие протертые помидоры типа итальянской пассаты. Мы вылили, наверное, ну я не знаю, сколько там граммовка, мне кажется, не менее 200 грамм мы вылили сюда. 250. И сейчас мы уже на самом деле приступаем к последней фазе. Сейчас мы просто добавим яйца, закроем и не будем этого касаться. На 2 или на 4 я готовлю, ну не знаю, по 1, по 2 яйца на человека. Да, овощи прогреваются в этом замечательном томатном соусе. Сейчас приходит самое приятное добавление яиц. И прямо в этот соус разбиваем яйца. Да. Яйца будут готовиться вот так же прямо, да? Да. Мы уже их не будем перемешивать, ничего, да? Умельцы на самом деле именно в Израиле делают яйца так, что они получается аль денте. Это прям высший пилотаж, на мой взгляд. Когда белок пропекается, а Желток все равно желток еще мягкий остается такой. мягкий. Да. То есть сыр я обычно использую что-то наподобие феты. Он тогда, если добавить его прямо сейчас, он немножечко расплавится, но фета не сильно любит плавиться на самом деле. Ну, мы примерно потушили, наверное,
5 минут нашу шакшуку. И сейчас мы уже, собственно говоря, готовимся сервировать наши блюда. Для этого нам понадобится сыр типа фета, свежий батон белого хлеба у нас здесь. Пойдет и багет на самом деле, идеально. Правильно шакшуку есть прямо на горячей сковороде? Конечно. Ну, значит, и мы, наверное, точно так же будем делать, да? Можем попробовать, почему нет? Александр, что, снимаем с огня? Ну что ж, давайте, да, почему бы и Вот сейчас мы еще сыр, да, положили Да. сверху. Сейчас мы еще ее украсим, нашу шакшуку. О, ну это выглядит чудесно. Да и пахнет так же. И аромат тоже прекрасный. Даже, знаете, вообще, честно говоря, какой-то кавказской кухни немножко пахнет. Но, видимо, это за счет того, что здесь присутствует зира, да? Зира и много еще всяких средиземноморских специй. Специи. Можно дать ей немножечко настояться. Так, как правильно это есть? Вы мне покажете? Во-первых, яйца сами по себе едят обычной вилкой. Все овощи точно так же обычной вилкой. Но сам соус обычно в Израиле подается с хлебом. Свежий, теплый хлеб. Ну, это здорово на самом деле. Попробуем. Неплохо. Очень хорошо. Учитывая, что здесь еще сырок и прекрасный баланс специй, я хочу сказать. Потому что, конечно, это все очень подходит к этому блюду. Ну, кроме того, что она обжигает горло, по-моему, она удалась. Действительно удалось. Я благодарю вас за рецепт. Мы Пожалуйста, сегодня пользуйтесь, приготовили приятного шакшуку. Да, и надеюсь, что кому-то этот рецепт, кто-то повторит этот рецепт в новогодние праздники. А вот что я особенно люблю из еврейской кухни, это еврейские анекдоты. Саш пообещал рассказать, так что давайте вот послушаем. Ну, у евреев есть одна излюбленная тема, да. Спорят мусульманин, христианин и еврей, чей бог сильнее. И христианин говорит, вот я летел в самолете, он начал падать. Я помолился Богу, и, о чудо, самолет выправился, и мы спокойно долетели. Мусульманин посмотрел, не то. Вот я плыл в море, у нас была огромная круизная яхта, она начала тонуть. Огромная пробоина. И я начал молиться, просить, чтобы нас что-то спасло. И, о чудо, дырка вдруг заделалась. Влетела огромная рыбина и просто забила дырку. И мы спокойно доплыли. Еврей стоит. Не. Вот иду я как-то в пятницу, в шаббат, по улице, смотрю, лежит кошелек с деньгами. Кошелек нельзя брать, то есть деньги нельзя брать в шаббат. Думаю, что делать? Ну, помолился Богу. У всех шаббат, а у меня четверг. Прекрасно. Вот такой чудесный анекдот на десерт мы получили. Ну что, я хочу сказать огромное спасибо обществу еврейской культуры, потому что вы сегодня пришли к нам в гости, приготовили с нами эти замечательные блюда, и в память о нашей встрече мы дарим вам нашу фирменную кружку. Ну, спасибо. Да. Большое спасибо за большое. рецепты. С вами было очень интересно, вкусно и весело. Команда проекта «Удмуртия со вкусом» продолжает свое кулинарное путешествие по Удмуртской республике. Вместе с вами мы открываем новые страницы книги о вкусном и здоровом питании.